широкому зрителю более известен как танцор. Если ты хочешь рассказать историю народа, расскажи историю одного человека. Если у тебя есть хоть минимальная возможность не снимать, или не ставить, или не играть, или не участвовать в том, что тебе не нравится, этого не нужно делать. Они молчат так громко, что слышит весь мир. Какое это чувство получить награду из рук президента? Если бы год назад мне сказали, что я буду брать интервью этого человека, я бы ни за что не поверила, потому что это было из области фантастики. А сегодня он у меня в гостях. Актер театра и кино, сценарист, режиссер, руководитель большого коллектива «Крымский дом». Ахтем Сейтаблаев. Селям алейкум. Говорят, театр начинается с вешалки. Как начался ваш театр? Ваше начало и ваш приход? Я плохо учился в школе. Вот. У меня было очень плохо с точными науками, в отличие от всей моей очень большой семьи. Но вроде бы неплохо читал стихи с самого детства. Где-то с класса 2 участвовал во всех мероприятиях, которые были в школе. Ну, я же чуть-чуть давнишний и застал все этапы в Советском Союзе, в бывшем. Был и октябренком, и пионером. Но октябренок не может не читать стихи, если у него есть хоть какие-то к этому способности. Вот. Видимо, они у меня оказались. А потом я понял, что это дает достаточно большие послабления вообще в учебе, ну, потому что участвуешь там во всех мероприятиях школьных, каких-то городских, читаешь стихи обо всем, ну, как правило, о роли партии в жизни ребенка, да и вообще человека. И опять же, ну, во-первых, нравилось, когда на тебя обращено внимание, нравится. Вот. Девушки улыбались, одноклассницы из параллельных классов. Опять же, это давало достаточно большое послабление в учебе. Где-то с класса 8 я точно, наверное, больше времени проводил в каких-то общественных мероприятиях, которые проводились в школе там, или от имени школы, чем, собственно говоря, за партой. Вот. А потом, когда я закончил десятилетку, и это совпало как раз с нашим переездом в Крым в 89 году, получил задание от отца поступить хоть куда-нибудь. Замечательная задача. Да, и в Симферополе, когда приехали в Симферополь, я понял, что у меня, если есть хоть какие-нибудь там минимальные шансы поступить хоть в какой-нибудь вуз, то, может быть, это будет там, ну, там, факультет физического воспитания. Театрального института не было, я, собственно говоря, не помышлял, хотя вот участвовал там во всех таких мероприятиях в школе, но как-то никогда не задумывался о том, чтобы стать актером. Вы хотели стать спортсменом? Вы Нет. готовили себе спортивную карьеру? Нет, я просто занимался спортом, не сказать, что прям там очень серьезно, ну, там… Дзюдо. Дзюдо, да. Баскетбол. Баскетбол, вот. Но и спортсмена себя большим не видел, просто понял, что, ну, вот если есть хоть какой-нибудь шанс поступить, то, наверное, вот это, собственно говоря, единственный. Срезался на первом же экзамене, это был диктант, хотя меня предупреждали, что в 1989 году еще Советский Союз, переехавший к крымскому татарину, поступить в вуз практически невозможно без большой взятки. Взятку давать не хотели принципиально. Вот, первый экзамен был диктант или сочинение, не помню, ну, наверное, сочинение все же. Тема была как раз роль коммунистической партии в жизни советского человека. К тому моменту я очень хорошо знал про роль коммунистической партии в жизни каждого советского человека, тем более крымского татарина. Собственно, написал, как думал. Вот, благополучно срезался. Без шпаргалок. Да, но я просто очень хорошо знал эту тему к тому времени. Шпаргалки мне были не нужны, я, видимо, написал достаточно много правды, а скорее отношения, наверное, своего к коммунистической партии. А потом, примерно через, наверное, недели-две, мне мама сказала, что она втайне от меня подала документы в Крымское тогдашнее культпросветучилище для того, чтобы попробовать вступить на курс актерский, который специально набирался для
возрождающегося крымско-татарского театра. Это была инициатива наших тех еще вот магикан крымско-татарского театра, наших очень взрослых актеров и композиторов, и общественных деятелей, деятелей культуры во главе с Ильясом Тимировичем Бахшишем. Мама спросила меня: ты, есть у тебя желание попробовать? У меня, собственно говоря, особого выбора не было. Но мама знает хорошо своего сына. Да, она так мне потом и сказала, что я предполагала, что, наверное, это все же может стать твоей профессией. Я поступил, к своему удивлению. Да, первый год совершенно не понимал, чего я там делаю, потому что в 16 лет, не знаю, как у других мальчишек, но я себя чувствовал совершенно взрослым человеком, очень много знающим про эту жизнь. И совершенно не понимал, зачем мне это нужно, там какие-то беспредметные действия, что-то там. Я уже все знал, стихи я рассказывал, на сцене был, совершенно не понимал, зачем мне это все нужно. И даже 2 раза пытался уйти с курса и остался благодаря мастеру нашего курса Антонине Ивановне Жуковой, которая сказала мне: ну давай ты сдай вот экзамен, не подводи своих партнеров по сцене, а потом уже примешь решение. И как раз на том экзамене у меня получилось. У меня получилось, ну как мне показалось. Зрители в зале смеялись, там что-то сочувствовали моему персонажу. И мне это понравилось. Я вспомнил те ощущения школьные. А вы сыграли роль драматическую, комическую? Разные. Там было у нас 12 отрывков. Вот. И я играл и комические роли, и драматические роли. И я вспомнил свои ощущения школьные, что мне это вот нравится. Нравится. Так и остался. Но потом завертелось, и я пришел в труппу Крымско-татарского театра, собственно говоря, для которой и набирался этот курс. Проработал 2 года в театре в качестве актера. В принципе, у меня все достаточно удачно складывалось, как для молодого артиста, потому что за 2 года я сыграл 3 главные роли в театре. А потом наступил день, когда в театр пришел мой дядя по материнской линии, Эдем Усенович Налбантов, известный композитор в нашем народе. Вот, и совершенно безапелляционно сказал о том, что я там послезавтра еду в Киев прослушиваться и обязательно поступать на режиссерское отделение театрального факультета. То есть он практически вас перед фактом поставил? Да, но с ним практически невозможно было спорить. Ну, да. Да, я поехал, поступил, проучился в Киеве. Во время учебы приезжал в Крым на практику. Так вот на 3-м курсе я попал как раз в период репетиции спектакля «Макбет» по одноименной пьесе Шекспира, который ставил Владимир Андреевич Аносов, режиссер Русского академического театра. Напросился к нему на практику в ассистенты. И даже напросился попробоваться на роль Макбета. Так мне хотелось участвовать в этом спектакле. Попробовался, ему понравилось. Ну и потом впоследствии я играл в этом спектакле. Он был двуязычный у нас, и на родном языке, на крымско-татарском, и на русском языке. В крымско-татарском варианте Макбета играл мой замечательный коллега Мустафа Куртмулаев Макбета. Я играл Макдуфа. А в русскоязычном варианте, наоборот, я играл Макбета, а он играл Макдуфа. У вас какая-то кооперация произошла, да? Да, мы... С коллегой? Да. Пробовали себя в разных... Да, и вот так вот постепенно это вошло в мою жизнь. Роли. Потом начал ставить, собственно говоря, и свой преддипломный спектакль. И дипломный спектакль поставил в родном театре в Крымско-татарском. Дипломный привозил сюда, в Киев. Вот. И так проработал до 2004 года в Симферополе, в нашем театре. В 2001 году осенью с моим другом Шевкетом Седометовым поехали ставить спектакль в город Казань в театре Галиаскара Камала. Поставили там спектакль, снова приехали, вернулись в Симферополь, но в 2004 году... Что-то произошло. Так часто бывает в жизни. Особенно у творческих. Да, особенно у творческих людей, когда перед тобой стоит вопрос, а что дальше? Вот, потому что было ощущение такого, какого-то такого потолка, когда ты не понимаешь, что дальше.
Вот. Ну, а тут приехали мои знакомые из Киева снимать мюзикл «Али-Баба и 40 разбойников» в Крым. Да, им нужна была помощь там по организации, по актерам. Мы включились в эту работу. Видимо, то, как мы работаем, понравилось нашим новым друзьям. Они нам сказали с Шевкет Ага, если у вас будет желание приехать в Киев поработать, давайте встретимся и обязательно об этом поговорим. Ну, так, собственно говоря, и случилось. Что вы переехали с Крыма? Да, снова вернулся в Киев. Сразу плотно вошел в телевизионное производство вторым режиссером. Это являлось вашим переломным моментом, когда вы как-то перешли в кинематографическую стезю. Ну, если говорить о, скажем так, о следующем шаге, о каком-то новом этапе в жизни, то он произошел в 2004 году уже здесь, в Киеве. Кино-то в мою жизнь вошло чуточку раньше, еще с фильма «Мамай» моего друга Олеся Санина. А потом уже в 2004 году летом приехал Александр Игоревич Муратов в Крым. Да, я там снимался. И сняли татарский триптих. Да, совершенно верно. И вот как раз осенью этого года, вернее, летом этого года, после татарского триптиха, как раз приехали ребята со студии «1+1», с которыми мы познакомились, тоже проработали. Вот. Ну и это как раз вот совпало с таким поиском ответа на вопрос, а что дальше. И мы приехали в Киев со спектаклем «Кармен», где я играл Хосе, осенью. Меня увидел мой знакомый режиссер, я его пригласил на спектакль с театра и драмы и комедии на левом берегу Днепра Алексей Иванович Лисовец. На следующий день пригласил меня на разговор, спросил о моих дальнейших планах, жизненных, профессиональных. И я, как есть, ему все рассказал, что если была возможность переехать в Киев, то я бы, наверное, переехал. И он мне как раз в тот момент начал рассказывать о спектакле «Ромео и Джульетта». Мне было тогда 32 года, и я был вот примерно в таком же состоянии, как сейчас. Да. Вы сыграли Ромео? Да, я сыграл Ромео, хотя совершенно не думал, что меня приглашают на Ромео. Как-то казалось мне, что поздно уже в 32 года играть Ромео. Он меня переубедил тем, что он собирался ставить Ромео Гамлета, который изначально старше, чем Джульетта. Мне стало очень интересно. И я, конечно, очень благодарен ему лично. И всю жизнь буду благодарить Всевышнего за то, что он мне дал такой шанс, потому что я пришел в театр, в котором во время учебы в Киеве мечтал работать. И попал в замечательный коллектив профессионалов, хороших людей, которые сразу очень тепло меня приняли. Потом этот спектакль пошумел по-своему. Мы забрали почти все главные киевские пекторали за этот спектакль. Я параллельно работал в кино, потому что, это не секрет, прожить на бывает, да. Прожить на театральную зарплату практически невозможно. У меня к тому времени уже было 2 детей, и надо было зарабатывать. И потому я параллельно в любое свободное время, в принципе, занимался практически всем, где можно было как-то поддержать свое материальное положение. И постепенно начал все больше заниматься кино, да, но продолжал работать в театре, как, собственно говоря, и сейчас. Но тем не менее, вот все-таки вы широкому зрителю известны больше как актер кино. Наверное. Я вам более того скажу, широкому зрителю я более известен как танцор. О, да, это было сложно пропустить, да, кстати, да. Потому что любая встреча после спектакля или там фильма, какой бы ни был фильм, какой бы ни был спектакль, и сколько ты их не сыграл, обязательно в финале того, что тебе говорят, там, спасибо вам за фильмы, там, или там за роли, и мы за вас голосовали на танцах со звездами. Это называется народная любовь. Но надо сказать, что я вас узнала, может быть, к своему стыду, не по фильмам, а по программе «Хоробрые сердца». 2014 год,
сложное время. А, Состояние у всего, ну, можно сказать, вся Украина плакала. И вот такого рода передачу вести психологически сложно. И вы знали, что это будет сложно, и вы пошли на это. Почему? Это был самый первый вопрос, который я сам себе задавал. Вернее, даже не такой, а скорее, чем я могу быть полезен в этой передаче. И когда мне позвонил Александр Владиславович Ткаченко, генеральный продюсер «1+1», и с этим предложением, я попросил 2 дня, чтобы подумать. Ну, потому что я не ведущий, и, знаете, актеры же достаточно долгое время, ну, практически всю жизнь учат слышать, воспринимать, резонировать в соответствии с тем, что он слышит, видит, происходит. Вот. А тут надо было быть мостиком между зрителем и героями передачи и постараться все же, ну, сохранять холодную голову и не сильно Поддаваться эмоциям. эмоциям, да. А это было чрезвычайно сложно, потому что ты встречаешься не с придуманными персонажами, а практически всегда с людьми, которые вот только что там буквально несколько часов тому назад приехали с фронта. И истории их не выдуманные, и это не сценарий кино. И все, что они рассказывают о смерти своих друзей, близких, о ранениях и ситуациях, это все правда. И, конечно, ну, было, скажу откровенно, очень тяжело. Я иногда просто просил остановить съемку, потому что, ну, я не мог дальше вести. Это было заметно по некоторым нюансам. Наверное, все замечали это, потому что это невозможно было выдержать психологически, сидя, смотря телевизор. Это как-то повлияло потом на решение снять «Киборги»? Да, безусловно. Собственно, с этого и началась идея фильма «Киборги», потому что как раз одна из передач этого цикла «Храбрые сердца», она была посвящена тем, кого сегодня называют киборгами, хотя они сами не очень любят это название, но оно стало таким же трендом. И как раз после эфира 19, если не ошибаюсь, октября 2014 года, вечером после эфира мы созвонились с продюсером, вот, и продюсер сказал, что надо обязательно снять кино. И именно там я, во-первых, встретился со своим давнишним приятелем, с которым мы учились в театральном институте, с Андреем Шараскиным, позывной «Богема». Узнали друг друга, тепло встретились. И когда ты слышишь их истории, и Евгения Жукова, позывной «Маршал», который сейчас командир патрульной полиции Украины, и Евгений Межевикин, позывной «Адам», который сейчас командир 1-й отдельной танковой бригады, и Александра Сергеевича Трепака, командира 3-го полка сил специальных операций. Тогда это был 3-й полк спецназа Кировоградский, которые, собственно, первые вошли в Донецкий аэропорт. И Кирилл Недря, позывной «Доцент», потому что он действительно доцент Днепровского университета, и Юлий с позывным «Цезарь», потому что он Юлий, который поступил на звукорежиссера в театральный институт, а с началом войны за 2 недели сдал все нормативы бойца спецназа и принимал присягу уже в Донецком аэропорту. Ну, я к чему это все рассказываю? Когда ты слышишь их истории, вот, очень человеческие в первую очередь. Не столько военные, сколько о фронтовой дружбе, о братстве, о том, про что они говорили. Они очень мало говорят про войну. Они как раз очень много говорят о том, в какой стране они живут, какую страну защищают, куда хотят вернуться, какую страну хотят оставить детям, как яблоню сажать дома, вот, какой урожай у кого. Простые жизненные темы. Да, простые жизненные темы. И ты понимаешь, что в этих людях так много жизни на самом деле. Больше, чем тех, кто здесь. Да, несмотря на то, что они на войне, я, наверное, столько жизни в глазах видел только у людей с ограниченными физическими возможностями, которые так наполнены жизнью, у которых нет возможности физической быть, ну,
вот полностью включенным, да, но при этом, при всем, они живут с таким достоинством внутренним и с такой жаждой жизни, что это вызывает чрезвычайное уважение и очень сильно тебя самого мотивирует, потому что ты понимаешь, что тебе грех жаловаться. Слава Богу. Все познается в сравнении. Да, конечно. Вот. И именно из этого родилась идея киборгов, и буквально уже там, через чуть меньше года, 15 июля 2015 года, Наталья Ворожбит уже написала сценарий, и в феврале 2016 года мы приступили к съемкам. В январе, Нет, 9 февраля, да. 9 февраля мы начали снимать. Этот фильм, украинский фильм, был один из самых успешных в прокате. Я слышала, что часть доходов от этого фильма жертвовалась украинской армией. Правда ли? Не совсем так. Мы вместе с фондом «Повернись живым», да, и нашей съемочной группой, и Министерством информационной политики мы придумали такую акцию, смысл которой состоял в том, что 5 гривен с каждого купленного билета идут в фонд специальный, который был организован при фонде «Повернись живым». И таким образом мы подумали, и как время показало, мы оказались правы, мы таким образом не только привлекали людей в кино, таким образом мы еще и объединяли их, потому что человек, покупая билет на фильм «Киборги», он знал заранее, что вот 5 гривен пойдут семьям погибших киборгов. И 6 декабря состоялась официальная передача этой суммы. Мы собрали больше 1 600 000. Это вот конкретно эти 5 гривен. И это, ну пусть не покажется вам это хвастовством, но это та часть, которую заработали мы, да, как производители, и мы отдали со своей части в этот фонд. Конечно, невозможно никакими деньгами отблагодарить семьи, в которых погибли. У кого брат, у кого отец, у кого сестра, у кого сын. Но это то, что мы смогли сделать. Вот. И таким образом каждый человек, который покупал билет, чувствовал себя сопричастным и человеком, которому не все равно, что происходит в стране, в какой стране он живет. Вот. Поэтому да, это так. Ахтем, если мы перейдем немножечко на другую тему, тему крымско-татарского народа. Татарский триптих, Хайтарма, Чужая молитва — это все о крымско-татарском народе. И в 2 фильмах вы снимались как актер, а 2 других фильма вы были как режиссер. Мне кажется, что вот эти фильмы, они являются неким культурно-генетическим особенным кодом ДНК крымско-татарского народа. С глубоким смыслом. Я вчера еще раз пересмотрела Хайтарму и очередной раз получила некую контузию от взрыва. Потому что еще раз плакала, еще раз пересматривала, еще раз в какие-то детали вдавалась. Что для вас этот фильм «Хайтарма»? Что он для вас значит? Ну, очень важный этап в моей жизни. Я давно мечтал снять этот фильм. Лет 10, наверное, искал финансирование на этот фильм. Почти сразу было понятно, что, ну, руководствуясь словами Аристотеля, если ты хочешь рассказать историю народа, расскажи историю одного человека, было понятно, что, наверное, сюжетно надо будет строить эту историю как раз через одного главного героя, вот, чтобы рассказать эту историю. Но сама жизнь подсказала, собственно, предоставила факты,
Поэтому особо-то выдумывать ничего и не надо было. И я утверждаю, что фильм «Хайтарма» на 95% документален, потому что мы очень плотно работали и с архивами, и в Москве в том числе. Наши консультанты по истории, и Гульнара Бекирова, и Эльведин Чубаров. И это реальные воспоминания и участников, ну, тех, кого депортировали, в том числе и моих родителей, и моей мамы, и некоторые эпизоды там построены как раз на ее воспоминаниях. Для меня очень важный этап. Это была и попытка сказать спасибо нашим взрослым за то, что они дали нам жизнь, сберегли ее и сделали все, чтобы мы вернулись на свою родину. Это и некая памятка нашим детям, да любому человеку, чтобы, не дай бог, ни с кем больше никогда этого не происходило, потому что, ну, изучая тот период, ты с ужасом для себя открываешь, что за время существования Советского Союза было депортировано 48 народов, 42 частично, а 6 тотально, в том числе крымские татары. И ты совершенно не понимаешь, ну, я же вспоминаю свое детство, да, как я был там октябренком, пионером, комсомольцем. И кто вокруг жили? Да, и кто жили вокруг. У нас в классе там было около 40 человек, большая часть были крымские татары, поволжские немцы, дальневосточные корейцы, чеченцы. Вот. И это все были дети депортированных. И потому оно все так потом складывается в пазл, и ты понимаешь, что все, ну, наверное, не зря так распорядился Всевышний, что вот ты это все видел, немножко в другом ракурсе, немножко в другом качестве, чтобы потом в определенное время у тебя это все сложилось, ну, для понимания того, что происходило, и для очень большого желания снять этот фильм. У меня еще есть два вопроса по этому фильму. Главную роль вы сняли сами. Главную роль. Почему? Ну, вы режиссер и главная роль. Там много чего сошлось. Ну, во-первых, каждый крымско-татарский мальчишка знает, кто такой Амитхан Султан. Амитхан Султан, да. Вот, и я не исключение. И, конечно, ну, по крайней мере, в моем детстве каждый из нас, ну, мечтал быть таким же вот летчиком, таким же героем. Я не исключение. И потом, когда подошел вопрос, кто будет играть, ну, чего скрывать? Конечно, я хотел сыграть. Конечно, я хотел сыграть, но у меня был один актер на примете, который мог бы это сыграть. С одной стороны, я отдавал себе отчет, что если фильм не удастся, то для актера, сыгравшего эту роль, это будет, ну, таким, скажем, не очень приятным воспоминанием, потому что, ну, человеку будет постоянно тыкать, мол, это ты, который там вот неудачно, скажем так, сыграл. Я понимал это, с одной стороны. С другой стороны, конечно, моя актерская часть, да, и мое эго, конечно, меня подначило к тому, что, ну, вот, очень хочется сыграть. Но потом еще бальзам на мою израненную актерскую часть моей души пролил, во-первых, мой друг, художник-постановщик фильма «Хайтарма» и практически всех моих фильмов Шевкет Ага Седометов. Он говорит: слушай, ну ты же на него похож вроде, слушай, ну а что тебе самому не сыграть? Я говорю: ну как снимать, играть? Я вообще не представлял, как это в принципе возможно, потому что уже к тому моменту, когда мы нашли человека, встретился с человеком, который взял на себя впоследствии весь груз материального обеспечения фильма, с Ленур Ага Ислямовым, и уже был написан сценарий, я понимал, что фильм будет достаточно масштабный. Вот. И как совместить, и играть, и снимать, я плохо себе представлял, при всем при том, что у меня замечательная команда, вот, но все равно. Ну и таким финальным аккордом было замечание Мустафаева, в то время директора Дома-музея Амитхана Султана в Алупке, когда мы приехали там дособирать материал про семью Амитхана, про него самого. Он меня попросил встать с портретом Амитхана Султана рядом, а у него на первом этаже так все герои советского, все крымские татары, герои Советского Союза, и в том числе, конечно, Амитхан Султан. Он говорит: ну, раз ты будешь кино снимать про него, давай я сфотографирую, будет мне память. Поставил, сфотографировал, посмотрел фотоаппарат, говорит: а ты не родственник его? Ну, вы же понимаете, да. Раз сам директор музея сказал, что я похож, то, наверное, я попросил поговорить со мной на эту тему Ленур Ага. Говорю: Ленур Ага, давайте я
попробую. Ну, он генеральный продюсер, и поэтому очень многие вопросы мы обязаны проговаривать были. И я предложил ему себя. Вот, он поддержал. И так вот благодаря и случаю, и доброй воле всех моих друзей и знакомых, конечно, благодаря моей команде, которая... Но там потрясающие съемки. Ты когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, что это Крым. В кино вообще часто так. Не обязательно снимать Сибирь в Сибири, да, или... Потому что, ну, например, «Чужую молитву», которую я снимал уже в 2015 году, 15 или 16, я уже не помню, простите. Мы снимали в Грузии, Крым. И я там специально очень часто выкладывал на Фейсбуке фотографии ландшафта, гор. И там Похоже. да, я специально писал там у себя на Фейсбуке. На Грузию это Крым, а на Выкладывал, да, специально писал там, что это, друзья, напомните мне, это, по-моему, где-то под Бахчисараем, да, и мне мои друзья с Бахчисарая писали: Ахтем, ну ты как будто не с Бахчисарая. Ну, конечно, это же рядом с Мангуб-Кале, да, и я проверял таким образом, насколько вот кино, правильно выбранный ракурс, может, в принципе, человека заставить поверить в том, что это вот происходит именно в этом месте. А к нам вы сюда приехали со съемок. Что снимаем? Снимаем кино по пьесе Олега Сенцова «Номера». А почему такая идея возникла? Снять именно это? Она возникла не у меня, она возникла у продюсера этого фильма, у Анны Полинчук. Я 2 раза отказывался. Я в то время, это было, ну, буквально там, наверное, полгода тому назад, когда впервые Анна ко мне обратилась. Я в это время снимал Захара Беркута. Отказывался по 2 причинам. Первая причина, что мы немного знакомы лично с Олегом. Хотя он с Крыма. Да, тоже. он с Крыма, ну, от того, Да. что мы с Крыма, я очень многих Крым, не знаю, я очень многих не знаю в Киеве. Да. Вот, и мы с ним знакомы, с ним познакомились в свое время на Одесском кинофестивале, где оба представляли свои фильмы, и оба победили, и играли в одной команде в футбол. Это он мне потом напомнил в письме, что мы играли с ним в одной команде. И отказывался, потому что, ну, у меня и было ощущение, есть ощущение, что мы все же, ну, на несколько разных территориях жанровых, что ли, работаем. Чуть по-разному мы смотрим на Одни и те же вещи. на драматургию, на способ рассказать. Вот. Потом еще, ну, вы же прекрасно понимаете, что все, что бы ты ни делал, связанное с Олегом, я имею в виду не конкретно вот его поддержку там, да, там письмами, не знаю, участием в акциях и так далее, это само собой, но это не обсуждается. Но вот если ты что-то будешь делать по Олегу, да, то это обязательно будет или заполитизировано, да, или обязательно там... У меня была такая история с киборгами, не очень приятная для меня, но она имеет место быть, как бы все люди живые и имеют право на свое мнение. Я несколько раз слышал такое мнение, что, ну вот там, понятно, взял там актуальную тему человек. И раскрутил ее. Да, там, нет, на волне. не раскрутил ее, а раскрутил себя. Раскрутил себя, да. На хайпе прорвался там и так далее, и так далее. Я как-то и не люблю, и не хочу оправдываться, там, ну, кроме того, что, ну, люди, ну, наберитесь смелости и снимайте. Сделайте то же самое. Да, или другое, ну, как бы Бог им судья. Вот. И я это понимал, а я уже так, ну, честно говоря, это очень мешает тебе собраться для работы, для, ну, вот этот вот груз того, что ты вот, да, там, как будто бы делаешь какой-то политический заказ. И я отказался 1 раз и 2 раз, а потом уже 3 раз Анна попросила меня прочитать все же материал, а вдруг мне понравится. Ну, почему? Потому что абсолютно убежден в том, что если у тебя есть хоть минимальная возможность не снимать или не ставить, или не играть, или не участвовать в том, что тебе не нравится, этого не нужно делать.
Потому что все равно деньги, которые ты заработаешь, они уйдут, позор останется. Вот, в душе и профессии это мало что принесет. И тогда возникает вопрос, зачем? Я попросил его переслать мне пьесу. Очень с большим страхом открывал ее, потому что очень сильно боялся, что если не понравится, как дальше быть. Вот, потому что Олега очень уважаю. И мне понравилось. Замечательно. Да, мне понравилось, потому что почему-то мне показалось, что я знаю, как это, про что я расскажу. Почему-то мне показалось, что я знаю, как это снимать, как это поставить. Потому что, по сути, это пьеса, и она снимается в павильоне, и место действия — это, собственно говоря, единое место действия, как в театре, да, единственное место, времени, пространства. Вот. И почему-то мне вот показалось, что я знаю про что. Очень сильно мне напомнило пьесу Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», а я люблю театр парадокса. Не совсем, может быть, удачный пример, но тем не менее. И я попросил продюсеров об одной очень важной для меня вещи, что я наговорю Олегу свои ощущения по поводу его драматургии, но чтобы Олег сам выбирал режиссера и настоял на том, чтобы моя фамилия была среди нескольких фамилий режиссеров, чтобы он сам сделал выбор, кто будет снимать это. И через некоторое время мне передали оригинал письма Олега, в котором он То есть написал. фактически вы участвовали в конкурсе? Я сам настоял на этом. Для меня это важно, чтобы Олег сам выбрал, кто будет снимать этот фильм. Я, как уже говорил, надиктовал ему аудиописьмо и видео, в том числе со своими ощущениями от драматургии. И к своей радости получил от него письмо, в котором написал, что «Мой крымский брат, я хочу, чтобы именно ты снимал это кино». И мы с ним в очень плотной переписке. Он как сорежиссер, как и последнее слово за ним, и я сознательно на это пошел. Это достаточно непросто, вот, потому что режиссер — это все же достаточно авторитарная фигура. Да. И очень сложно совмещать свое видение с видением другого человека. Но, тем не менее, у меня есть, по крайней мере, ощущение такое, что мы, свидетельство того, есть несколько фактов, когда мы параллельно друг другу пишем о каких-то вещах, разрешая их одинаковым образом. Не договариваясь. Не договариваясь, да. И это, для меня такой хороший признак того, что мы, видимо, на одной волне. Какое это чувство получить награду из рук президента? Очень смешные чувства, на самом деле. И неловкости, и радости, и непонимание вообще, как себя вести при этом, при всем. Вот. Я-то воспринимаю эту награду скорее как аванс, и не столько самому себе, сколько всей нашей команде, которая снимала «Киборгов». Вот. Но я хочу сказать, это можно воспринимать как угодно, но это мое личное мнение. Я очень признателен президенту нашей страны за то, что он находит время и делает максимально много для того, чтобы конкретно кино, как инструментарий пропаганды здорового смысла, как инструментарий для сшивания страны. Это же очень большая такая цепочка, да, вся производственная, что он находит время и возможности это делать. И в заключение нашего интервью несколько слов жителям Крыма. Я горжусь тем, что я Карамла. Я горжусь тем, что я имею отношение к тем, кого называют Храмлы. Я от всей души
хочу, чтобы они были здоровы, все, чтобы были живы и помнили, что сейчас самое главное — сохраниться и выжить. И потому, что делают абсолютное большинство и крымских татар, и проукраински настроенных граждан, проживающих на временно оккупированной части нашей Родины, я испытываю огромное чувство гордости за них. То, как они в этих неимоверных условиях сохраняют в себе человеческое достоинство, и даже если вынуждены молчать, то они молчат так громко, что слышит весь мир. И я просто низко кланяюсь им за их мужество и за их чувство внутреннего достоинства. И очень прошу, чтобы они сохранились. Ну, от себя я добавлю «Слава Украине». Героям слава! Спасибо.